Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Прайм. Тобто це час, коли ми обговорюємо найважливіші події світу, України, Криму. І розмовляємо з людьми, які дуже розуміються на якоїсь конкретної тематиці. Сьогодні в нас, звісно, головна тема всіх останніх днів – це можливе таке повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І ми запрошуємо саме тих людей, думка яких нам дуже-дуже цікава. І сьогодні вперше у мене в етері прямим зв'язком скайпом відомий воєнний експерт, людина, про яку багато хто чув, а зараз ми познайомимося особисто. Це Юрій Федоров. І я перейду на російську мову. Я вас приветствую, Юрий. Добрый вечер всем. Спасибо, что вышли в эфир крымско-татарского единственного телеканала. Нас смотрит оккупированный Крым, оккупированная часть Донбасса. Нас смотрит вся Украина, и, как мы неоднократно убеждались по вопросам, которые приходили в студию, страны вплоть до Южной Америки. И, в общем, у нас аудитория, очень понятное дело, связанные с Крымом, политизированные, интересующиеся всеми событиями, которые сейчас так обострились. Я позволю себе небольшую вашу биографию зачитать, чтобы наша аудитория немножко лучше вас узнала. Юрий Евгеньевич Федоров, профессор Пражского муниципального университета, член Совета ПИР-центра, член редакционной коллегии журнала «Индекс безопасности», закончил физический факультет МГУ, работал в Институте конкретных социологических исследований Академии наук СССР еще, занимал должность заведующего сектором в отделе проблем разоружения в Российской академии наук в институте соответствующем. С сентября 1998 года заведующий сектором, а с декабря 2000 заведующий отделом военно-политических исследований в Институте США и Канады Российской академии наук. В первом-втором годах заместитель директора ПИР-центра. С 2002 по 2003 год заместитель директора Института прикладных международных исследований. Постоянный автор обзоров мировых процессов в журнале «Индекс безопасности». Если вам есть что добавить к этой биографии, что было бы важно для восприятия нашим зрителями, то добавьте. Ну, я бы хотел добавить только одно. В 2006 году мы с женой уехали из России. Сначала работал в Лондоне в Королевском институте международных отношений. Ну, а через 2 года, в 2008 году, переехал в Прагу. И причина отъезда из России заключалась в том, что уже тогда было понятно, что Россия идет совсем не тем путем, которым мы надеялись, она должна была бы идти и могла идти. Был такой период в истории России. Но вот все пошло не так, как хотелось, и для того, чтобы иметь возможность работать и писать и говорить то, что я думаю, пришлось переехать в Европу, где я и живу до сего времени. Ну, знаете, я еще больше убеждаюсь в том, что я не зря вас попросил, и спасибо, что вы согласились принять участие в этом эфире, потому что, в отличие от многих, кто не только в 2006, но и в 2017 году еще, и в 2018-2019 не понимал, куда идет российское общество, российское государство, российская власть, и к чему все это стремится, вы, видимо, тогда еще все это поняли. И с тех пор как-то пытаетесь объяснить и западным людям, что происходит. И вот, собственно, то, что сейчас, это то, что вы, в принципе, ожидали все эти годы, начиная с 2006. Это есть какая-то вот причинно-следственная связь четкая, которую вы прослеживаете в становлении той России, которую мы имеем сейчас? Ну, вы знаете, Россия прошла, наверное, через несколько таких исторических развилок. Но я имею в виду Россию после 1991 года, после провала путча. Был этап российской истории, я думаю, где-то до середины 90-х годов, когда была реальная возможность для России стать членом, я бы сказал так, евроатлантической цивилизации, европейской цивилизации, называйте как угодно. Стать просто нормальной демократической страной, которая развивается по
по тому же пути, по которому прошла Европа, пошли многие другие страны. Но не получилось. Почему не получилось? Причин очень много. Я думаю, что главная причина все-таки в том, что слишком сильное было советское наследие. С этим не могла справиться та власть, которая была в первый период, в первые годы независимой России при президенте Ельцине. Да и сам президент Ельцин, видимо, был не самой лучшей, не самой подходящей фигурой для того, чтобы направить Россию на тот путь, по которому она должна была бы идти. Ну а после того, как к власти пришел Владимир Путин и привел с собой целый ряд своих коллег по Комитету государственной безопасности, проявились самые худшие черты и российского населения, и российского политического класса, российской интеллигенции, которая с удовольствием начала воспринимать вот эти неоимперские идеи, и в конечном итоге власть пришла к тому, и общество российское пришло к тому, что вот Россия стала, во-первых, стала международным изгоем, это уже можем говорить совершенно точно, совершенно однозначно. С Россией имеют дело только... Причем я говорю не только о путинском режиме. Вот вы понимаете, речь идет скорее о том, что речь идет о России как об обществе, как о стране, потому что, к сожалению, большинство российского населения, большинство российского общества, это показывает все опросы общественного мнения, в общем, поддерживает политику Путина. И это, я считаю, самое опасное в том, что происходит сейчас, что происходит в России. Если бы этого не было, то, на мой взгляд, Путин просто не усидел бы в своем кресле, не усидел бы в Кремле, а на его месте были бы какие-то другие люди, какой-то другой человек. Юрий, очень хорошо, что вы вспомнили вот это именно начало путинского правления. Он же тогда был европейски ориентированным. Вот просто он был тогда человеком, который озвучивал желание России стать членом НАТО, получить безвизовый режим с Европейским Союзом и стать членом Европейского Союза. Да? Вот у меня есть такая версия, она от людей, я журналист вообще с очень большим опытом и долгое время работал в Москве. И мне коллеги, которые с ним в пуле работают в президентском, это он всегда с ним летает, вот тогда они работали с ним в начале его приключений на посту президента России, сказали, что как-то в разговоре со Шрёдером в совместной поездке он Шрёдеру сказал: ну, видишь, Герхард, они хотят царя. Он показал на людей, которые тянули к ним руки там со всех сторон и так далее. Вот как вы думаете, вот что главное в этом тандеме логическом, курица или яйцо? Это народ или вождь? Вот кто кого сделал все-таки? Я думаю, если говорить очень кратко, очень коротко, народ нашел своего вождя. Потому что, на мой взгляд, я не берусь утверждать, что это взгляд какого-то социолога. Наверное, скорее это интуитивное представление о том, что проходило в России, что происходило, основанное скорее на разговорах, на наблюдениях, на каких-то впечатлениях, может быть, осознанных, может быть, интуитивных. Мне представляется, что все-таки изначально население, и не только вот то, что Сурков назвал глубинным народом, то есть рядовые люди, но и значительная часть правящего класса, и значительная часть образованного класса хотела такую фигуру, как Путин. То есть хотела вождя, который заботился бы о них. А в обмен они готовы были его любить, они готовы были быть лояльными. Некоторые, конечно, из тех людей, кто поумнее, пообразованнее, они, как говорили в советское время, я помню,
держали фигу в кармане, да, прошу прощения за вульгарность. Но, тем не менее, это их устраивало, как и я боюсь, что устраивая вот до последнего момента, вот до этого кризиса, который Путин развязал, я думаю, что это устраивало довольно многих. Потому что, люди привыкли к советскому наследию, к тому, что нужно быть, хотя бы внешне лояльным власти. Нужно уметь продавать свои мозги, свой талант, я имею в виду, в том числе и некоторых своих коллег по Академии наук, по, скажем, средствам массовой информации, вообще по московской интеллигенции. Я не берусь говорить о каких-то других городах, просто я этого очень мало знаю. Но московская интеллигенция, и художественная, и творческая, готовы были продавать свой талант в обмен на лояльность, а поскольку за это прилично платили, прилично платят, значит, так оно и было. Так оно было в Советском Союзе, к сожалению, так оно до сих пор сохраняется в России. Единственное, что вот происходит сегодня, происходит в последние дни, в последние недели, на мой взгляд, это то, что Путин завел страну в такой тупик, который может дорого обойтись, в том числе и тем людям, которые его принимали. Я не могу сказать, его поддерживали, но они были лояльны, они готовы были умыть руки, спокойно смотреть на то, как расправляются с инакомыслящими. Причем далеко не всегда они, так сказать, искренне любили Путина и любят Путина. Нет, они его принимают как условие их спокойного и относительно обеспеченного, а у некоторых очень даже обеспеченного, очень обеспеченной жизни, очень обеспеченного существования. Но вот в этом каком-то глубинном оппортунизме и населения, и рядового населения, и глубинного народа, и образованного класса, в этом сила Путина, в этом его опора, в этом условие его существования. Но вот если ситуация повернется таким образом, что вот это обеспеченное и сравнительно спокойное существование может смениться каким-то хаосом, может смениться тяжелыми санкциями со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот тут я не знаю, как они будут реагировать. Посмотрим. Да, это на самом деле очень интересный вопрос, поскольку мы живем еще в гибридное время, когда люди либо скрывают свои чувства в тоталитарных режимах, да, в той же России, либо демонстрируют нарочито, допустим, любовь, а там что за душой вообще непонятно. И, кстати говоря, Гитлера далеко не все любили в Германии, и даже в пик его фюрерства, да, но достаточно было молчать, и как бы все и без этих людей делалось. Потом они волей-неволей пошли на фронт, начали их детей туда забирать, и всех это все засосало, затянуло. И вы вот вспомнили Советский Союз. Я тоже не очень молодой человек. Я при Советском Союзе вырос. Я помню, школу всю закончил. Там я все эти политинформации, политбюро членов могу перечислить с закрытыми глазами. И даже кандидатов в члены некоторых. Но вот я помню, что мы боялись атомной войны, ядерной войны. Мы реально боялись. Мы были запуганы войной. А сейчас вот нынешнее руководство России, вот это, да, современная их идеология, она воспитывает совершенно другое. Это действительно уже какой-то фашизм. Это не коммунизм вот такого, типа в окопах сидим мы, как там кто-то, да, закрылись. Вот, с железным занавесом. А это мы не боимся, вот эта фраза Путина, все умрете, а мы попадем в рай, да, она совершенно по-другому звучит, чем вот советская вот эта борьба за мир брежневская там. Ну вот понимаете, о чем я говорю, да? Вот насколько эта идеология именно опасна в случае, если и как она влияет на вероятность мировой, скажем, прямо войны, да, или широкомасштабной войны. Вот именно эта идеология и эта подкачка пропагандистская. Ну как, она приучает пропаганда
Причем я бы сказал, что это не только пропаганда войны. Вот пропаганда того, что нужно сейчас показать всем силу, что Запад боится, Запад, да вообще все окружение. Россия — это слабые страны, которые боятся, которые в случае какого-то острого кризиса могут и неизбежно пойдут на уступки. Но при этом я бы действительно вспомнил бы Советский Союз. Понимаете, тогда при всем том, что правящий класс, правящая группировка вполне цинично использовала военную силу и готова была балансировать на грани войны. И такие эпизоды были и в 1973 году, когда была война на Ближнем Востоке. Вообще была, так сказать, ситуация была очень близка действительно к реальному ядерному обмену, потому что и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе тогда ядерные силы приводились в боевую готовность и во время Карибского кризиса 1962 года. Все это было. Но официальная пропаганда, которая была направлена на массы, она все время говорила: мы боремся за мир, мы за мир, не должно быть войны. А вот сейчас этого нет. Сейчас идея войны, по крайней мере, в последние 10 лет, а особенно после 2014 года, идея войны, она становится приемлемой для массового сознания. Вот в Советском Союзе этого не было. В Советском Союзе все были уверены в том, что да, наше правительство борется за мир. Все, что хотите, только не война. А сегодня как-то люди привыкли, их приучают к этой мысли. И вот это очень опасно. Причем приучают же не только тех людей, от которых, в общем, ничего не зависит. Приучают и тех людей, которые могут так или иначе оказать влияние на принятие политических решений, которые оказывают влияние на массовое сознание. Посмотрите, что пишут не только... я, честно говоря, не смотрю российское телевидение, почти не смотрю. Но я читаю газеты и читаю все средства массовой информации, ориентированные на образованный класс, ориентированные на правящий слой, на бюрократию. И вот там все время, как молотком по голове, проводится мысль: Запад нас боится. Мы сильные, а они слабые. Вот это чрезвычайно опасная вещь, потому что если режим, если правящий класс, если люди у власти, и у власти, и те, которые составляют их опору, вот если они преувеличивают собственную силу и преуменьшают силу противника, вот они тогда готовы на самые авантюрные действия, которые могут привести к тяжелейшим последствиям и для России, и для окружающих стран. И не хотелось бы об этом говорить, но и для всего мира. Потому что, увы, ядерная война становится сегодня не просто каким-то чудовищной какой-то такой фантазией, а становится какой-то, я бы не сказал реальностью, но это нечто такое, что может произойти. Юрий, но может произойти, например, и гибридная ядерная война. Например, в Украине там 10 атомных электростанций крупных, да? И в случае, если война пойдет с воздуха, ракетами, бомбами и так далее, как мы, наверное, вы согласитесь, что иначе, вообще, Путину не стоит и начинать без этого, то угроза может быть совершенно абсолютно разная. И вот что вы считаете, уже мы переходим больше к вашей специализации как военно-политического эксперта, что вы считаете наиболее топовыми угрозами миру, Украине понятно, миру, Европе, какие цепные реакции и физические, и политические может это вызвать в случае, если мы бы сейчас рассматриваем плохой вариант, да, если Путин все-таки решится и нападет вот так брутально, как нарисовано в некоторых западных изданиях, с 3 сторон и по полной программе все, что у него есть, достанет.
Ну, дело в том, что в Украине есть не только атомные электростанции, они есть, но есть и крупные химические предприятия, которые могут быть и, скорее всего, будут разрушены. Есть трубопроводы, по которым перекачиваются, транспортируются всякого рода ну, не то чтобы отравляющие, но ядовитые вещества, ядовитые потоки. И вот действительно война, а это первое, если она произойдет, то она действительно будет ну не тотальной, но почти тотальной войной с широким применением авиации, ракет и так далее. Об этом пишут все. И действительно, это для Путина это единственный вариант возможный военных действий. Значит, это неизбежно обернется разрушением не только ядерных электростанций, но и массы других вредных производств. И вот куда и последствия этого могут быть, я думаю, что, скорее всего, будут намного более тяжелыми, чем, скажем, Чернобыльская катастрофа, которая действительно отравила очень многих людей, хотя в Советском Союзе это скрывалось, но это было так. То есть вот это экологическая угроза, которая бесспорно сегодня очень сильно волнует европейских политиков. Они все это прекрасно понимают. И поэтому, собственно, это один из факторов того, почему Европа, в общем, склонная к компромиссам, склонная к тому, чтобы искать какие-то, как принято говорить, политические решения. Почему она достаточно жестко выступила против вот этих вот безумных совершенно ультиматумов Владимира Путина. К тому же, ну, опять же, давайте называть вещи своими именами. Если начинается война в Украине, об этом тоже пишут и говорят очень многие, куда пойдут беженцы из Украины. Потому что война — это разрушение городов, это разрушение систем жизнеобеспечения. И люди, естественно, бросятся спасать свои жизни, спасать жизнь своих семей, своих детей и так далее. Бросятся куда? В Европу. Готова Европа сегодня принять миллионы беженцев из Украины? Ну, наверное, примут, но это будет очень тяжелое, и для европейцев это будет далеко не самое приятное последствия путинской политики. Вот в силу вот этих факторов, не только просто потому, что в Европе, как в любом цивилизованном обществе, есть солидарность с жертвой агрессии, это понятно. Но есть и такие вот заботы о собственном благополучии, о том, чтобы сохранилась нормальная экологическая ситуация, с тем, чтобы не пришлось тратить деньги на обустройство миллионов новых беженцев. Все это очень серьезно, и поэтому я думаю, что возможно и это в конечном итоге, вот жесткое сопротивление Запада, ну, политическое сопротивление, экономическое сопротивление, может быть, и да, тоже, может быть, потом стоит поговорить, но это может остановить российскую агрессию. Юрий, вот вы сказали, да, про экономическое сдерживание, про политическое сдерживание, но мы из истории знаем, что все разговоры, которые идут до войны, и то, что происходит, действия и разговоры, которые начинаются после войны, когда все понимают, что, ну, Рубикон перейдем, да, логика войны, она совсем другая, да. И как вы думаете, вот предположительно, то, что, о чем мы сейчас говорили, это опасность с неба, объекты, все это близко, Украина европейская страна, все это близко до многих европейских стран, может затронуть даже самую миролюбивую Германию и Францию, и что угодно, да, вот. Можем ли мы с какой-то вероятностью предположить, что господину Путину через господина Лаврова или напрямую, неофициально, конечно, но было доведено, что в случае вот такого нападения, которое мы сейчас рассматривали, все-таки НАТО солидарно будет вынуждено провести политику закрытого неба?
Ну, вот это вопрос, на который, конечно, у меня нет ответа. Я не знаю, что говорят дипломаты или военные друг другу на закрытых каких-то встречах. Но давайте посмотрим на эту ситуацию вот каким образом. Для чего в Восточном Средиземноморье базируется уже некоторое время, довольно давно, американская авианосная группа? Для чего? Для того, чтобы защищать Болгарию или Румынию от возможных ударов России? Нет, я думаю, что такие удары Болгарии и Румынию пока не грозят. Значит, эти корабли, оснащенные крылатыми ракетами, а там несколько сот крылатых ракет «Томагавк», это очень эффективное оружие, они предназначены для чего? Для чего эта эскадра там базируется? Вот она плавает все время. Значит, для того, что не исключено, для того, чтобы показать, продемонстрировать реально, что в случае какого-то развития событий, мы не знаем какого, но нельзя исключать, что эта эскадра будет пущена в ход, ну и, по крайней мере, будет произнесен очень жесткий ультиматум, что если вы не остановитесь, то тогда эти ракеты полетят, скажем, на военные объекты в Крыму, под Новороссийском, там, я не знаю, под Анапой, да, может быть, и по резиденции в Сочи известного человека. Для чего надо вдоль границ с Российской Федерацией постоянно летают не просто разведчики американские, самолеты-разведчики, но самолеты целеуказания. А это совсем другое. Это не просто разведка. Это установление, очень точное установление всех географических координат тех объектов, которые должны быть поражены американскими крылатыми ракетами воздушного базирования. Поэтому идея того, что может быть ультиматум в том смысле, что вот над Украиной будет объявлена бесполетная зона, я этого не исключаю. И самое главное, что то, что я не исключаю, не может оказать влияние на принятие решений в Кремле. Да? Но самое главное, что этого не исключают в российском генеральном штабе. Этого не могут исключать в Кремле. И я думаю, что Владимир Путин постоянно задает вопросы в последние недели и военной разведке, и там службе внешней разведки, и вообще военным экспертам. А что могут и что будут делать американцы в случае, если будет война? Что может и будет делать НАТО в случае войны? И я не думаю, что все эти, Штирлицы и прочие, они могут дать какой-то однозначный ответ. Они могут сказать, а мы не знаем. И они действительно не знают. Не знают, потому что самое парадоксальное в том, что, я думаю, и в Вашингтоне не знают, что они будут делать. И вот эта неопределенность, а эта неопределенность чревата огромными рисками для тех, кто может, отдать приказ, я имею в виду Владимира Путина, отдать приказ, вторгнуться в Украину, вот эта неопределенность, она и является сдерживающим фактором. А что будет делать Россия, если действительно американцы возьмут и объявят бесполетную зону и смогут обеспечить эту бесполетную зону, скажем, перебазированием в Болгарию, Румынию, в Польшу, допустим, нескольких эскадрилей самых современных самолетов пятого поколения F-35, с которыми российская авиация и российское ПВО бороться не может. Это факт, который хорошо знают в Москве. Вот эта стратегическая неопределенность, это то, о чем военные действительно, эксперты, аналитики, они действительно придают этому особое значение. Это фактор, который может остановить Путина.
А вот мы же видим, как Путин и его министры, дипломаты, если их еще можно так называть, да, военные, ну просто откровенно, ну не то, что блефуют, потому что понятно, что гипотетически они могут все что угодно, да, предположительно, но они понтуются, извините за такое слово, но я думаю, что оно понятно кремлевским всем и около кремлевским, вот понтуются. А почему же, вот как вы думаете, почему бы Западу, не дожидаясь никаких боевых действий, вот что-то прям прямым текстом объявить? Вот, грубо говоря, одна ракета, там, вот этой класса там, Земля, например, или воздух-Земля, летит, перелетает, значит, границу Украины, один самолет-бомбардировщик или какой-либо перелетает, и мы начинаем жить в другой реальности. То есть, если вы вторгаетесь, то по вашим пусковым установкам, по вашим штабам, по вашим аэродромам может быть нанесен удар как раз теми самыми, почему вот самолетами и так далее, томагавками. Вам не кажется, что если бы, допустим, Байден это просто взял и озвучил, то есть не дергайтесь, не шевелиться, да, вот, может быть, и напряжение бы сразу спало, потому что, ну, как-то все было бы всем ясно, и всем ясно, и все бы выдохнули. И не было бы вот этих гаданий на кофейной гуще. Я думаю, что вы очень устали от таких подобных вопросов про то, что будет, чего может не быть. Ну, вы знаете, вот на этот вопрос ответа нет. И я не берусь, понимаете, как-то проникать в голову Байдена, не берусь объяснять или в голову других западных лидеров. У каждого из них есть свои какие-то соображения, свои идеи. Но я думаю, что стратегически вот сегодня, вот как я вижу эту ситуацию на сегодняшний день, значит, задача Соединенных Штатов, задача НАТО и европейцев, ну, по крайней мере, подавляющего большинства европейцев, заключается в том, чтобы предотвратить российскую агрессию против Украины политическими средствами, угрозами, ну, в том числе угрозами применения санкций, угрозами, возможно, пусть они сейчас и не произносятся открыто, но они имеются в виду, угрозами какой-то возможного военного ответа, ну, ограниченного, да. Ну, вот смотрите, Байден говорит, мы не будем посылать американских солдат воевать в Украине против России. Но он не говорит, что американские томагавки никогда не будут запущены по российским военным объектам, там, под Новороссийском или в Крыму или где-то еще. Вот этого не было. И то обстоятельство, что совсем недавно, по-моему, вчера или позавчера, было объявлено руководство Пентагона объявило о том, что готовится к переброске некоторой части из континентальных Соединенных Штатов в Европу, это, в общем, показатель того, что американские военные готовятся к каким-то военным. И вы знаете, вот я внимательно слушал пресс-конференцию Байдена, прошу прощения, Блинкена, когда он объяснял, что будет и что содержится в том ответе. И он сказал фразу, которая, может быть, и на которую не обратили внимания, но которая действительно очень серьезна. Он сказал, мы готовы к любому варианту развития. Только Блинкен. Эту фразу говорил и Джейк Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности. Мы готовы к любому варианту развития событий. Это означает, что они готовы и к военному варианту. Вот что за этим стоит? Но мы можем только гадать. Да, я думаю, что гадает и Путин и его помощник. Но вот то, чем мы сейчас занимаемся, это такое, ну, совершенно нормальное чтение между строк. Как бы то, что публично может не заявляться, но что не говорится, это так же важно, как и то, что говорится, да, и как говорится, и с какой степенью уверенности. И просто, вот глядя, я же ваши посты тоже читаю в Фейсбуке, да, и я посмотрел ваши интервью, я пытаюсь не повторяться, вы их много дали. Вот мне интересно вот, что вот вы даже сравнили господина Лаврова после встречи
встречи с Блинкеном в Женеве, с человеком, которого пыльным мешком по голове ударили. Как говорили, когда-то, правда, была такая поговорка, почему пыльный, почему мешок. Уже это этимология, наверное, из каких-то древних времен, гулаговских или каких-то там. Вот. Но действительно ли, вот опять судить мы можем только, я рассчитываю вот именно только на вашу аналитику, потому что источники только открытые же мы имеем, да, но у вас есть огромный опыт. Вот сейчас вдруг, вот когда произошел этот обмен письменными письмами ультиматума Москвы, и они получили письменный ответ, причем я так и думал, что его не будут оглашать, только суть расскажут рамочную, но полностью нет, да, чтобы оставить возможность для маневра. И вдруг после этого выходят какие-то деятели, там разные российские, не буду их перечислять, и говорят, вдруг заговорили языком Брежнева. Мы за мир, войны не нужно, вот девиз отряда дружный, на Украину мы и не собирались нападать, это НАТО все придумало, это вообще вот все они нас провоцируют и так далее, и так далее. Вы замечаете уже изменение этой риторики после вот этого? Вот это ваше, наверное, первое интервью, ну или одно из первых, после вот того, как письменный ответ отправлен. Поэтому это сущностно важно. Что вы наблюдаете по реакции, какие выводы можно сделать по реакции русских на получение этого письма счастья? Ну, первое впечатление, которое вот сложилось в последние пару дней, значит, заключается в том, что в Москве хаос среди ну, я бы сказал так, внешнеполитической тусовки, если хотите. Да, то есть те люди, которые как-то следят за внешней политикой, пытаются на нее влиять. Ну и те люди, которые работают, скажем, в МИДе или там, в каких-то других ведомствах, которые отвечают за внешнюю политику. У меня такое впечатление, что до последнего момента, ведь почему тот же Лавров постоянно требовал «дайте нам письменный ответ, дайте нам письменный ответ». Одновременно целый ряд близких к власти политологов, ну или пропагандистов, если хотите, потому что тут грань очень такая размытая. Маркеров, да, вот которых можно воспринимать как маркеры. Да. Вот. Значит, они начали говорить, ну вот, давайте придумаем какие-нибудь компромиссные формулы НАТО. Ну, допустим, пусть НАТО объявит мораторий на прием Украины. Пусть НАТО придумает, согласится на так называемую формулу ГДР. То есть, да, пусть там какие-то страны будут приняты в НАТО, но на их территории не будет распространяться, не будет находиться военная инфраструктура, их армии не будут подчиняться главнокомандованию НАТО и так далее. То есть вот был такой вот поток, даже я бы сказал, если внимательно следить за тем, что пишут и говорят, вот поиски компромиссных формул. То есть идея заключалась в том, чтобы вовлечь Соединенные Штаты, вовлечь Брюссель в обсуждение каких-то возможных вариантов. Ну вот пойдите на эти какие-то уступки нам, которые не будут нарушать ваш вот этот вот устав НАТО, устав Североатлантического альянса, но они дадут нам какую-то вот возможность о чем-то договариваться. Значит, ответ НАТО был достаточно... Вот в этом смысле ответ, который Соединенные Штаты и Брюссель дали России, он был обескураживающим для России, потому что было четко сказано, может быть, между строк, может быть, просто сказано открыто, что нет никаких компромиссов по поводу нерасширения НАТО не будет. Вот к чему сводилось, как я понимаю. Значит, вот теперь Москва стоит перед очень сложной ситуацией. А как реагировать? А что делать? Ведь потому что был заявлен ультиматум. И этот ультиматум была совершена ошибка, потому что, я считаю, потому что был сделан публично. Уходить куда-то, отходить — это
не просто терять лицо, это политическое поражение. Это политическое поражение Путина и тех людей, которые его уверяли. Я могу предположить, кто это был. Это, скорее всего, было руководство МИДа, которые уверяли президента в том, что Запад слаб, Запад пойдет Запад капитулирует. Но Запад не капитулировал. Вот теперь начинаются поиски. А что делать? И вот, значит, одни говорят, нет, мы никогда не будем нападать на Украину. Ну, об этом говорится уже там несколько недель. Но тогда на Западе задают совершенно естественный вопрос. Хорошо, вы не будете нападать на Украину, тогда отведите войска. Если вы не собираетесь нападать, то какого дьявола вы их там держите? Ответа нет. Ну, ответ какой? А это наша территория, мы можем делать то, что хотим. Но тогда им говорят, ну хорошо, а есть территория Украины, и Украина может делать то, что она хочет. Это суверенное независимое государство. Хочет она пригласить, скажем, американские вооруженные силы. Хочет она разместить американские ракеты. Ну, почему же нет? Значит, вот эти вот... Ну, это, конечно, так, вот на поверхности. А на самом деле сейчас в Москве идут поиски выхода из тупика, в который Путин загнал Россию. Потому что ведь это Владимир Путин бился кулаком в грудь, выступая публично неоднократно, и говорил, нам нужны юридически обязывающие гарантии, и только юридически обязывающие гарантии. Ему сказали, юридически обязывающих гарантий не будет. Что теперь делать? Значит, вот у него выбор достаточно узкий. И я не исключаю, например, что, скажем, вот эти разговоры о том, что нужно дать поставить оружие этим самым ОРДЛО, или там аннексировать ОРДЛО, или признать независимость ОРДЛО, все то, что сейчас, значит, обсуждается в Государственной Думе, и обсуждается же не случайно, это понятно. Значит, все это вот поиски каких-то решений, которые позволят Путину спасти лицо. Но при этом я отнюдь не исключаю того, что вот, оказавшись в тупике, оказавшись в ловушке, в которую он сам себя загнал, кстати говоря, Путин решится все-таки на какие-то военные действия. Какие, мне трудно сказать. Ну, мы не, не в голове у него живем и не обязаны, просто мы можем любые варианты рассмотреть, и даже вероятность этих вариантов рассматривать сложно, просто оценивать факты, как это вы блестяще делаете. И вот последняя новость, я вообще хотел с этого начать, но разговор пошел чуть с историей, мы так зашли издалека. Вот новость дня, на мой взгляд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, в случае вторжения в Украину Турция будет выполнять свои обязательства согласно членству в НАТО. Он, как и все сейчас, не проговаривает детали, но в принципе, если для Запада, может, это не так свойственно, то для турецкой, вот этой византийско-османской турецкой политики, это вообще норма, говорит, ты мне друг, и ты мне тоже друг, и сядьте за стол переговоров, но вот здесь определенно мы будем выполнять обязательства согласно членству в НАТО. Какой месседж хочет Эрдоган донести? С одной стороны, до союзников по НАТО, ведь в его руках проливы, например, это уже точно, абсолютно, и южный фланг НАТО. Значит, и с другой стороны, какой он месседж дает Путину? Чуть мы зависли. Я не очень хорошо понимаю психологию президента Эрдогана. Немножко это для меня не совсем знакомая область. Вот. Но мне представляется, что ведь не случайно же Реджеп Эрдоган постоянно, не постоянно, но часто демонстрировал свою солидарность с Украиной. Для этого, наверное, есть целый ряд моментов, для этого есть целый ряд факторов. Но мое ощущение, мое впечатление от внешней политики Турции
последние годы заключается в том, что Турция отнюдь не является другом и союзником России. Исторически Россия и Турция были всегда соперниками, мы это хорошо знаем. Сколько было русско-турецких войн. И мое ощущение заключается в том, что в массовом и в политическом сознании турецкой элиты, и в массовом сознании турецкого общества к России особой любви нет. Да, есть российские туристы, да, там есть атомная электростанция в Акую. Вот мы покупаем там С-400, эти противовоздушные системы. Но в принципе, в глубине души Россия для Турции является историческим соперником, историческим врагом. А в этой ситуации Украина является, так сказать, стратегическим другом Турции, потому что она является противником России или является, так сказать, жертвой российской агрессии, которой нужно помогать, просто потому что это отвечает интересам Турции. Я уж не говорю о том, что в Турции, насколько я представляю, проживает... Я где-то встречал цифру 2 миллиона выходцев из Крыма, крымско-татарского происхождения. Может быть, я ошибаюсь с цифрами, но такая цифра мне попадалась. Во всяком случае, влияние вот этого момента очень, очень важно для Турции. Да и я читал о том, что министр иностранных дел господин Чавушоглу тоже, значит, из крымско-татарской семьи или имеет крымско-татарские корни. А это имеет большое значение, насколько я представляю себе, для Турции. То есть вот эта вот квази-дружба Путина и Эрдогана — это квази-дружба. Ну, если пользоваться какими-то историческими аналогиями, скорее можно назвать там какими-то заклятыми друзьями, чем-то вроде этого. Я, Юрий, честно говоря, я перепроверю обязательно, но вот я на нашем крымстарском телеканале ни от кого не слышал, что господин Чавушоглу имеет крымстарское происхождение, крымское, но все может быть, знаете... Вот я это читал. Да? Интересно, кто это написал. Ну, может быть, это желаемый действительно кто-то выдал. Вообще, конечно, вот эта история про потомков... Из российских специалистов по Турции. Ну, у нас специалистов российских по Турции-то много, начиная с Жириновского, вот. Но на самом деле, скорее всего, нет. Да это и не имеет, если честно, такого огромного значения. Это уж я вам, может быть, что-то интересное скажу, потому что потомков-то, может быть, и до 5 миллионов говорят. Ну, то есть это потомки, там же было 7-8 волн изгнания, включая при Александре II, там 80% изгнали и так далее. И все это люди уходили через море в сторону Болгарии нынешней, Румынии нынешней, и большей части, ну, самая близкая точка от Крыма — это северное побережье Турции. Действительно, там есть город Эскишехир, где большая часть населения — это потомки тех, кто выехал из Крыма, да, был вынужден покинуть Крым из-за Российской империи. Но все-таки это потомки, это все равно это турецкие граждане, это потомки, да. Точно так же мы можем сказать, что в России очень много этнических украинцев, даже по фамилиям судят, да, но как бы это сильной роли внутри не играет. И тут тоже все-таки, мне кажется, это не в происхождении там каких-то политиков или части населения дело. Там в Турции есть потомки черкесов, потомки, ну, кого только нет. Это и в происхождении тоже. Я думаю, что это и происхождение. Это тоже фактор, который мы не можем сбрасывать со счетов, но все-таки главное, конечно, это стратегические размышления, стратегические расчеты, которые ну, основаны и на историческом опыте, и на вот факторе этнического родства, и стратегические интересы Турции. Ведь Турция является историческим соперником России на Кавказе. Не только в Черноморском бассейне, но и на Кавказе. И Москва вынуждена считаться с этим. Но посмотрите на совершенно такую сдержанную
реакцию Кремля на последние события, последнюю войну между Арменией и Азербайджаном. Ведь Кремль, по сути дела, сдавал своего стратегического союзника. Ну, он еще и наказывал, ведь дружба с Россией, она всегда неравная. Они наказывали там армян, возможно, таким образом. Мы не будем дальше это фантазировать, тему развивать, что там в голове у Путина и что там в голове даже у Эрдогана. Но факт остается фактом, что Турция чувствует, наверное, что у нее русские войска в Сирии, в подбрюшье, что оккупированный Крым, и там, значит, русские войска. То есть она фактически находится и на Кавказе, она вот в таком, ну, неприятном положении находится потенциально. Вроде как не враги, но потенциально это неприятно. Но последний, наверное, вопрос, последняя тема, которую я вас попрошу осветить. У нас все-таки огромная часть нашей аудитории живет в оккупированном временно России Крыму. В случае худшего сценария, в случае сценария, ну, худшего или там какого-то, может быть, среднего сценария, там, броска на север с Крыма, как он может, Путин, использовать Крым, и к чему можно, ну, как разумный человек, к худшему готовиться? Надо готовиться нашим людям, которые, гражданам Украины, крымским татарам, которые сейчас находятся на оккупированной территории Крыма. Ну, к чему? Нужно готовиться к тому, что эта территория может стать зоной военных действий. Бросок на север. Знаете, российская пресса очень любит, да и не только российская, и западная пресса очень любит писать о том, что Украина обречена на поражение военное. Это не так. Это не так. И как будет развиваться в случае войны, как будет развиваться военные действия, это совершенно непредсказуемая история. И ни один серьезный военный эксперт не берется заранее предсказывать исход войны. Говорят, к сожалению, вот подвисало и подвисло под конец на самом интересном для нас вопросе. Но я надеюсь, что сейчас все-таки связь наладится. Значит, я не исключаю того, что события могут развиваться так, что Крым может стать зоной боевых действий. Но ничего хорошего для населения Крыма, будь то крымско-татарское население и любое славянское население, какое угодно. Быть в зоне военных действий, это значит, это крайне рискованная и крайне тяжелая ситуация, которая может обернуться крупными неприятностями. Но кто в этом виноват? Давайте зададим вопрос. Ну, вопрос, кто виноват, по-моему, уже для всех очевиден. И последний вопрос, который я вам задам. Все-таки, Юрий, вы человек, живший долгое время, как вы сказали, в Лондоне, то есть в старой Европе. Теперь живете в новой, относительно, в Восточной Европе, да? Вот по ощущениям даже вашим личным, которым я доверяю, просто читая вас и слушая вас, все-таки процесс протрезвления Запада, мы не будем брать такие крайние случаи интоксикации русским миром там, и пацифизмом, как Германия, но в целом Запад сейчас понимает угрозу, един для отражения потенциальных там, российских выкрутасов и так далее. Насколько он удивил Путина тем, что он не слабый, скажем так? Ну, если отвечать очень коротко на... Значит, если отвечать очень коротко на этот ваш вопрос, он очень важен на самом деле. Значит, долгое время, вплоть до, скажем, до 2014 года, до аннексии Крыма, в Европе, да и в Соединенных Штатах на людей, которые говорили о том, что Путин опасен, Россия опасна, Путин опасен, смотрели как на городских сумасшедших. Давайте называть вещи своими именами. Вот именно так. Нет, считалось, что да, Россия, конечно, не самая лучшая страна в мире, это коррумпированная, жуликоватая, коррумпированная, не слишком цивилизованная, но, в общем, не опасная. Вот главный тезис был такой.
не опасное. Даже не то обстоятельство, что там какая-то торговля с Россией, огромный российский рынок. Да, все это имело место быть, но все для стратегических, вот для военно-политических аналитиков главное заключалось в том, нет, но что он может сделать? Да ничего он не может сделать, этот Путин. Да, неприятный человек, но с ним нужно, так сказать, жить в мире, потому что ничего страшного от него происходить не может. В 2014 году, в 2014 году ситуация начала меняться. Но тогда возник вопрос, а что же, собственно, делать? А как противодействовать этой российской угрозе? И здесь возникло две точки зрения. Одна точка зрения говорит, давайте подождем. Ведь Россия, в общем, идет к своему распаду. Россия – это не страна, которая постепенно деградирует. Демографически, экономически, в научно-техническом отношении. Само рассосется, типа, да? Ну, как с Советским Союзом было. Да? Не то чтобы рассосется, она как бы распадется. Да? Возможно, придет какой-то более разумный человек, с которым можно иметь дело. Другая точка зрения заключалась в том, что, в общем, Россию надо сдерживать. И вот сейчас эта точка зрения начинает доминировать. Потому что Путин не просто угрожает, скажем, Украине, Казахстану или пытается подчинить себя окончательно Беларуси. Нет. Потому что он задел жизненные интересы Запада. Он поставил Запад перед очень неприятным ультиматумом. Ну, по сути дела, предложил Западу, так сказать, капитулировать. Но это уже непереносимо. И более того, он не просто предложил капитулировать, но можно, в конце концов, послать его куда подальше. Он угрожает войной. А война — это совсем не то, чего хочет и чего ждет его и Соединенные Штаты ждут, и в Европе. И вот в этом отношении Путин просто перешел. Я не очень не люблю эти слова, красная черта, они затасканы до предела. Но тем не менее, это факт, он перешел вот некую грань. И теперь Запад, в общем, как я думаю, это мое впечатление, он думает, он размышляет о том, а что, собственно, вот не что с ним делать, а как его убрать. Спасибо, Юрий. Юрий Федоров был с нами. Просто мы уже перетянули время программы, но так интересно, что невозможно вас прерывать. Я думаю, что мы еще встретимся в эфире. Спасибо огромное, Юрий. И спасибо всем, кто смотрел эту программу. Я призываю всех, кто нас видит, подписываться на телеканал АТР. Вы видите, что мы не занимаемся ерундой, мы обсуждаем серьезные темы с серьезными людьми, ну, потому что наш зритель — это, наверное, самый взрослый зритель на планете, да, зритель, который понимает, что такое Крым, что такое Украина, что такое мир и что такое русский, что такое Путин, да. Также я призываю всех оказывать посильную помощь в этой нашей антипропагандистской борьбе через сайт Patreon, где вы можете стать донором канала АТР. Не имеет значения, на какую сумму, но важна ваша солидарность, потому что русский рейх все равно будет разрушен. А как это может произойти без вашего участия? Вам же потом самим будет неприятно это осознавать. Всего доброго, смотрите АТР. До новых встреч.